Добрый день, уважаемые зрители и гости канала Культурного центра Рухордо имени Чингиза Айтматова. Сегодня в рубрике «Полезно, интересно и коротко» с вами я, Айназик, гид Рухордо 2013 года. Сегодня я расскажу вам 7 интересных фактов о нашем любимом Кыргызстане. Первый факт. Наша страна входит в Центральноазиатский регион и расположена в самом центре Евразийского континента. По размеру территории Кыргызстан занимает 86 место в мире. Общая площадь республики составляет 199,9 квадратных километров. Из них 3,6% вода, 96,4% суша. Более 93% последних занимают горы, большая часть которых расположена в суровых высокогорных условиях выше 3000 метров. Если сравнивать, то на территории Кыргызстана могут уместиться Португалия, Швейцария, Бельгия и Нидерланды вместе взятые. Факт второй. В Кыргызстане есть более 80 видов млекопитающих, свыше 330 видов птиц, около 50 видов рыб, около 30 видов пресмыкающихся земноводных, а насекомых насчитывается несколько тысяч видов. Причем наиболее распространены промысловые виды животных на высотах от 2000 до 5000 метров над уровнем моря. У нас обитают сурки, суслики, дикобразы, волки, лисицы, барсуки и даже горные козлы. Встречаются медведи, рыси, барсы. Из птиц можно отметить трехпалых дятлов, овчевых дубоносцев, перкутов и даже орлов. Третий факт. В Кыргызстане обнаружены богатые залежи более 60 элементов периодической системы Менделеева. Так, например, геологические запасы угля оцениваются в 24,4 миллиардов тонн. Запасы железных руд составляют более 5 миллиардов тонн. Также земля хранит свинцово-цинковые руды, ртуть, сурьму, золото, платину, известняк, мрамор, даже гипс и многие другие полезные ископаемые. Четвертый факт. На территории Кыргызстана находятся самые большие ольхоплодные леса в мире. Они покрывают более 600 тысяч гектаров в долине реки Асламбал и расположены на высоте 1700 метров над уровнем моря в Джалабадской области. В народе бытует поверье, что некогда Александр Македонский, возвращаясь из военного похода, разбил лагерь в этих лесах. И ему настолько полюбились эти местные орехи, что он взял их с собой в дорогу. Часть этой провизии армия привезла с собой в Грецию, и сейчас эти орехи известны как грецкие орехи. Пятый факт. Пик Победы – самая высокогорная вершина в Кыргызстане. Он расположен в горах Тянь-Шанского хребта к востоку от озера Иссык-Куль, ближе к кыргызско-китайской границе. Его высота равна 7439 метрам над уровнем моря. Далее идет пик Ленина с высотой 7134 метра и замыкает тройку пик Хантенгри с высотой 7010 метров над уровнем моря. Шестой факт. В Кыргызстане есть озеро Мерцбахера, известное во всем мире как исчезающее озеро. Он расположен между северной и южной ветвями ледника Инельчек. Его загадка заключается в том, что озеро формируется каждое лето и примерно в августе стекает в реку Инельчек. Таинственное озеро было открыто в 1903 году немецким ученым Готфридом Мерцбахером во время экспедиции на Хантенгри. Подобные озера есть еще в Исландии, в Швейцарии и на острове Гренландия. Седьмой факт. Космонавты, вернувшиеся с полета, рассказывают, что самым неожиданным объектом, видимым из космоса на поверхности Земли, являются не великие китайская стена и не египетские пирамиды, а высокогорное кыргызское озеро Иссык-Куль. Первый вышедший в открытый космос человек Алексей Леонов называет нашу жемчужину голубым оком Земли. С холодных глубин Иссык-Куль похож на человеческий глаз. Подводя итог, хочется сказать, что наша страна богата колоритной культурой, прекрасной природой и гостеприимным народом. Кыргызстан – это сказка, которую нужно рассказать миру. Благодарим вас, что были с нами. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Впереди еще много интересного. Следите за обновлениями. Всего доброго!